Голос из патрульной машины неустанно призывает все о том же – не выходить на улицу без уважительной причины, соблюдать карантинные меры, самоизолироваться, да и просто быть солидарными с теми, кто во благо общей безопасности приложили минимальные усилия и просто остался дома. Прислушиваются к словам полицейского далеко не все, что видно и по поведению граждан. Остановившись возле так называемого Назрановского круга, инспекторы проводят разъяснительную работу для каждого. Самоизоляция, нарушение самоизоляции. Маски, антисептики и перчатки, как модный аксессуар у многих автолюбителей, просто пылятся в машине. О самоизоляции речи вообще не идет. Глядя на некоторых пешеходов, складывается впечатление, что карантин вовсе отменили. Впрочем, многие водители действительно вышли из дома по уважительной причине. Самое главное, шарлор был без. Шарлор был без, и нахуй был без, и вас из сюда. Внимание сотрудников госавтоинспекции привлекла и маршрутная «Газель» на остановке. Пассажиры рейса Назрань-Карабулак даже не подозревают, чем чревато путешествие без мер предосторожности. Необходимо Здесь тот самый случай, когда водитель маршрутки подает прекрасный пример как пассажирам, так и другим автолюбителям. Средства индивидуальной защиты у него всегда с собой, которыми он часто делится со своими попутчиками. А пассажиры, вот вы сколько замечаете, они в средствах, да, вот, маски одевают? Ну, в масках бывают некоторые, без масок бывает. У сотрудников госавтоинспекции также в базе данных значится и список лиц, состоящих на учете у врачей, подлежащих обязательной изоляции, численность которых на 18 апреля составляет 156 человек. Данное мероприятие направлено, чтобы выявить лиц, которые выходят на улицу без масок, без перчаток, и мы проверяем по базе данных, состоят ли они на учет врача, как самоизоляции. Вот. Если они состоят на учете самоизоляции, мы составляем административные материалы, участковые по своим направлениям составляют административные материалы, а мы по своим направлениям составляем административные материалы по нарушению правил дорожного движения. Такие мероприятия направлены прежде всего на безопасность как автолюбителей и пешеходов, так и тех, кто их ждет дома. Поэтому и проводятся ежедневно. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Шаухалов. Новости 24.